Поединки борцов длятся до 5 минут. Самбисты проводят всевозможные броски, болевые приемы на руки и на ноги. Удержание, атакуют и защищаются. Ингушская школа неплохо демонстрирует красоту этого вида спорта. И не кому-нибудь, а титулованным спортсменам из Южного и Северокавказского федеральных округов. А преимущество, малая чемпионат уже. Юноши от 12-14 лет. Участники турнира вызывают восторг и симпатию зрителей своими выступлениями, мастерством и техникой исполнения приемов. Самбо собраны лучшие практики национальных единоборств. Астраханская школа самбо в лице 3 юниоров с начала турнира произвела двоякое впечатление на судейский состав. Несколько схваток сложились не совсем удачно. В другой раз с первых минут не оставили противнику и шанса на победу. Выкручиваясь из сложнейших положений, впечатлили болельщиков. Тренер сборной из Астрахани замотивировал ребят, и это сыграло решающую роль. Организация на высшем уровне. Встретили очень хорошо. Я благодарен главному судье соревнований Ибрагиму. Очень все было правильно, четко, красиво. Главное, ребятам нравится? Главное, ребятам нравится. Они под впечатлением. У них первые выездные соревнования такого уровня. По-другому самбо называют самооборона без оружия, ведь здесь учат постоять за себя в любой ситуации. И делают это они словно художники рисуют по холсту, дисциплинируя спортсмена, закаляя его характер трудолюбием. Самбо вдобавок дает возможность освоить элементы из других единоборств. А проводя турниры такого размаха, организаторы позволяют ребятам пополнить технический запас, приобрести опыт и повысить мастерство. Спортсменов во дворце спорта имени Берда Евлоева поддерживает немало болельщиков. Многие из них, как, например, Магомед Саутиев, и сами являются титулованными спортсменами. Но сегодня он приехал поболеть за брата. Поболеть, турнир, Среди почетных гостей членов судейской бригады турнира «Мастер спорта России» международного класса, неоднократный призер чемпионатов страны и международных турниров Евгений Насыров. С 2014 года он тренирует сборную женской команды России по самбо. Сегодняшним турниром впечатлен особенно выступлением ингушских спортсменов. Вот эти соревнования являются отборочными на Северокавказский федеральный округ, а уже с Северокавказского округа отбор на Россию, который будет проходить в Можайске, Мособласти. Ребята молодые, здесь видно смесь разных видов, начиная от вольной борьбы, заканчивая дзюдо, и как раз по каким правилам сейчас действующим по самбо они борются. Для Ингушетии данный вид спорта, является перспективным для развития. И здесь занимается у нас представитель как раз региональной федерации самбо, президент Чахки Ибрагим. То есть благодаря такому напору жизненной энергии, которая у него есть, такие вот как раз организуются мероприятия, соревнования, турнир, как раз работа с документами, команду организовать. Это большого очень стоит, и очень рад, что получается. Под фанфарой начинается официальная часть турнира, парад участников состязаний, затем и приветственное обращение к почетным гостям. Открытый всероссийский турнир по самбо среди юношей приурочен к 30-летию Конституции и парламента Ингушетии в рамках реализации федерального партийного проекта «За самбо». Уверен, что турнир откроет новые имена талантливых спортсменов и будет способствовать дальнейшему развитию самбо. Желаю спортсменам высоких достижений на благо нашей великой Родины России. История самбо тесно связана с историей страны и побед. Это живой символ преемственности поколений, отметили почетные гости, в числе которых и тренер по самбо Донецкой Народной Республики. Надо сказать, что наши народные собрания Донецкой Народной Республики, а также Республики Ингушетия плотно взаимодействуют. И мы знаем о том, что
представительство от Республики Ингушетия подписало договор о сотрудничестве в ноябре прошлого года. Поэтому мы победим. Всем удачи! Всероссийская федерация самбо объявила благодарность почетным гостям турнира за вклад в развитие этого вида спорта. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.